Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. На Восточном экономическом форуме состоялась презентация Якутии. Глава республики Айсен Николаев представил инвестиционный потенциал республики. В Ленске начали собирать урожай те, кто не пожалел сил на свой огород. Каким он будет, урожай этого года, выяснила наш корреспондент. Росатом сделал ставку на молодые кадры для республики. По программе целевого обучения госкорпорации молодой якутянин уже начал свою учебу в университете. На Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев представил инвестиционный потенциал Якутии. Цели развития Дальнего Востока направлены на привлечение и закрепление людей путем повышения качества жизни и ускоренного роста экономики, превышающего среднероссийский, сообщил он, открывая презентацию региона. Также он сообщил, что снизился миграционный отток в республике. Это говорит о том, что население не покидает регион и остается в Якутии, соответственно, растет территория субъекта. Вместе с тем он сказал, что наблюдается и рост добычи природных ресурсов. В своем выступлении глава выразил благодарность всем регионам, которые помогали в борьбе с огненной стихией. Завершая свое выступление, Айсен Николаев акцентировал внимание на участие делегации республики на форуме, который будет показывать наш регион. Презентация инвестиционного потенциала региона вызвала большой интерес у участников. На площадке были несколько сотен человек. Выступление также транслировалось на сайте форума. Уже в 2021 году мы видим очень хорошие результаты промышленного роста. Хочу сказать, что по результатам первых 8 месяцев с января по август промышленный рост Якутии 25%. Это, безусловно, один из лучших показателей в целом в нашей стране. Уверен, что по итогам года у нас рост будет порядка 15% по промышленности, один из лучших результатов за всю историю. Мы видим рост реальных инвестиций в основной капитал, это 37% по сравнению с прошлым годом. Отмечается двукратное увеличение сольдированного результата наших предприятий по прибыли. Уровень безработицы уже по итогам 8 месяцев мы видим, что он снизился до уровня 2019 года. То есть мы вышли уже на допандемийный уровень по безработице. Продолжаем тему о работе якутской делегации на 6-м экономическом форуме. В эти минуты нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Прямо сейчас он выходит с нами на прямую связь из Владивостока. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, что прямо сейчас происходит на форуме. Лера, здравствуй. Ну, работа Восточного экономического форума здесь продолжается. Мы находимся на 2-м этаже. Здесь расположены практически все федеральные средства массовой информации. Здесь вы можете посмотреть телеканал НТВ. Презентует своего робота-корреспондента спецкор, который общается с участниками форума, отвечает на их вопросы. Ну, а мы двигаемся дальше. Здесь вот можете посмотреть, какие площадки здесь работают. Я хочу также здесь более подробно остановиться на вопросе работы нашей делегации. Якутия у нас работает с раннего утра. Так, мы уже говорили, то, что они встречались с представителями делегации из Кореи. Далее у них состоялась встреча с делегацией Японии, Кореи и так далее. В рамках данных встреч они обсудили возможные проекты, возможные вопросы сотрудничества. Это касаемо энергетических систем, возобновляемой энергетики, развития добычи полезных ископаемых и другое. Ну а также в 12 часов по местному времени здесь состоялось в прямом эфире на площадке Русгидро запуск первого гибридного энергокомплекса на территории села Табалах, где приняли участие глава Якутии, в том числе и генеральный директор ПАО «Русгидро». Так, по словам главы региона, в течение последующих лет такие энергоустановки будут установлены на территории более 70 отдаленных населенных пунктов нашей Якутии. Ну, давайте послушаем более подробно, что об этом нам сообщил представитель компании «Русгидро».
Мы запустили энергоснабжение поселка Табалах. Вот. Мы сейчас запустили в работу еще 71 населенный пункт на территории Республики Саха. Реализация данных поселков будет происходить в течение ближайших 3 лет. Это будут такого же типа гибридные электростанции в каждом поселке. 73 поселка будут обеспечены такими станциями. Ну а в эти минуты глава Якутии участвует на круглом столе и после уже придет сюда, даст интервью ТАСС. Более подробно мы будем освещать в наших выпусках новостей. На этом пока у меня все. Благодарю, Дмитрий, за оперативную и свежую информацию. Через несколько минут смотрите второе включение нашего корреспондента с форума. А я напомню, что с нами на прямой связи из Владивостока был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня состоялось совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону в республике. На сегодняшний день запуск тепла произведен в 16 районах Якутии. Остальные районы запустят отопление до 15 сентября. Ремонтные работы в некоторых объектах здравоохранения и образовательных учреждениях также планируется закончить и снабдить отоплением до 15 сентября. В целом подготовка к отопительному сезону протекает в штатном режиме. Готовность объектов в республике составляет 90%. Я вижу, что оперативные штабы на местах работают, вопросы решаются, но есть, безусловно, ряд проблем, которые имеются со стороны вопроса надзорных органов, в частности Ростехнадзора по котельным в разных районах нашей республики. К сожалению, у нас некоторые финансовые средства у тех или иных юридических лиц при строительстве котельных на текущий момент их отсутствует. И в этом плане, конечно, этот вопрос разрешается на судебном порядке. И эти суды уже идут, но между тем, я думаю, что мы все равно какой-то консенсус найдем, и запуск тепла на объектах тех же котельных мы обязательно произведем. Перейдем к информации о лесных пожарах. В Якутии за сутки ликвидировали 6 и локализовали 3 лесных пожара. Всего на территории республики действует 41 природный пожар, из них тушат 7. Работы по тушению проводятся в Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Угрожающих населенным пунктов пожаров нет. На пожарах работает 429 человек, 18 единиц техники. За сутки локализовано 3 пожара, ликвидировано 6 пожаров. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава применялся воздушное судно. Также работал самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием «Веер». Он работал по Мирнинскому району. Сегодня в Мирнинском районе идут дожди. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Якутске 84 заболевших, в Мирнинском районе 9, в Чурапчинском 8 заболевших. В Нюрюнгринском районе 6, в Вилюйском 5, в Ленском и Мегино-Кангаласском по 4 случая. Еще в 13 районах республики зафиксировали от 1 до 3 заболевших. К другим темам. В этом году грядущие выборы снова сопровождаются услугой «Мобильный избиратель». Эта функция дает возможность проголосовать избирателю на выборах, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и гражданин находится вне избирательного округа. Иначе говоря, если избиратель с пропиской города Якутск будет находиться на момент выборов в другом городе, он может подать заявку через портал госуслуги и выбрать тот избирательный участок, который ему подходит. Избиратели же, не имеющие места жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу. Как отметили в Центральной избирательной комиссии республики, отдельные категории граждан также охватываются специалистами ЦИК и имеют возможность проголосовать на дому. Малоподвижные граждане, пенсионеры и инвалиды, они охватываются участковой избирательной комиссией с помощью голосования вне помещения. То есть это бывают выездные бригады, которые выезжают на адрес к малоподвижному гражданину и дают ему возможность проголосовать на дому. То есть это уже не входит... Это не входит в функцию мобильного избирателя. Тем не менее, существует услуга, также через госуслуги можно ее подать, значит, о том, что человек желает проголосовать на дому.
Вот, то есть такая услуга тоже существует, и избиратель малоподвижный или который может соблюдать режим самоизоляции, может подать такое заявление, и к нему участковая избирательная комиссия приедет на дом. Хороший урожай собирают те ленчане, кто не пожалел сил на свой огород. Лето выдалось засушливым, поэтому большая часть подсобных хозяйств все же соберут меньше, чем планировали. Но дефицита с местной продукции не случится. В сентябре товар поступит в магазины. Каким будет урожай 2021 года, выясняла Олеся Васева. 3 килограмма с одной лунки. Урожай картофеля в этом году в разы лучше, чем прошлогодний. С огорода Марина Зарянова планирует собрать 100 мешков минимум. На зиму на 3 семьи, говорит, хватит. Не жалуется на количество овощей. Морковь, свекла, лук – всего в избытке. Лето, конечно, было сложное, засушливое. Воды много ушло, вода привозная. Ну, слава богу. Труда много вложено было. Ну ничего, урожаем довольна. Урожай Марина будет собирать еще до конца сентября. Клубника второй раз за лето набрала цвет и усеяна ягодами. Таких личных хозяйств в районе 6500. Но урожаем довольны не все. Подсобные хозяйства Ленского района понимают, соберут меньше, чем в прошлом году. Опираясь на избыточный урожай 2020-го, этим летом решили уменьшить посадку картофеля на 30 гектаров и овощей на 10. Их теперь и не хватает, говорят в сельхозуправлении. С такого же гектара в прошлом году мы больше получили, потому как погодные условия в прошлом году были хорошими, и дожди были, и засухи меньше было. Но в расчет чуть-чуть мы не учли, что у нас 2 месяца будет засухи, и сильно от этого будет зависеть объемы. Поэтому план придется подкорректировать, но точных цифр еще нет. Картофель уберут к середине сентября, капусту к заморозкам. Объем будут считать по всем хозяйствам. 3 крупных, 63 фермерских. Именно их продукцию смогут купить ленчане. Сейчас управление сельского хозяйства подбирают точки, куда поступит для реализации местный урожай. Ждут и октября. В первых числах этого месяца проходит сельскохозяйственная ярмарка. Именно она считается официальным завершением уборочной страды. Не помешали бы ограничительные меры, тогда ленчане впрок закупят и картофель, и капусту, и даже мясную и молочную продукцию. Олеся Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Там сделала ставку на молодые кадры для республики. По программе целевого обучения госкорпорации порог Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева переступил якутянин Валентин Шадрин. Выпускник СВФУ, будущий физик-ядерщик, поступил в магистратуру Центра вуза, пройдя серьезный отбор. Конкурс на целевое место Росатом объявил еще весной этого года. От кандидатов требовалось знания в сфере теплофизики и энергетики. Впечатляющий портфолио, а также очная сдача теста. Валентин успешно прошел все испытания, и теперь 2 года он будет постигать азы ядерной энергетики и технической физики. По окончании учебы молодой человек намерен работать в Устьянском Улусе, где к 2028 году будет построена первая в республике атомная станция малой мощности. Вопрос трудоустройства с Росатомом уже прописан в образовательном контракте студента-целевика. Трудоустройство. В контракте самому написано, что я буду работать либо на малой атомной станции в Устьянске. Вот так как у нас планируется закончить строительство в 2028 году, а до этого я, наверное, уже закончу учебу, то получается, скорее всего, я буду набираться опыта в других предприятиях. И затем уже туда, скорее всего. Даже если на север, то это все равно, это наша республика. Я буду очень рад лучше там работать, чем где-то в другом месте. Стартовала программа «Пушкинская карта». Теперь музеи, театры и культурные заведения якутской страны стали доступны молодежи. Зарегистрировать и активировать Пушкинскую карту можно, скачав мобильное приложение «Госуслуги культура». Номинал банковской карты составляет 3000 рублей. На эти средства молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на различные культурные мероприятия. В следующем году государство планирует увеличить сумму до 5000 рублей. От нашей республики на сегодня вот эту систему отбора прошли
4 учреждения. Это мы, филармония Якутии, Государственный театр оперы и балета и Государственный академический русский театр. Ну а среди музеев это исторический парк «Россия. Моя история». По состоянию на сегодня не все об этом знают, о том, что у наших молодых людей есть такая возможность получить реальные финансовые деньги, которые обналичить, конечно, невозможно, но посредством такого виртуального кошелька через онлайн-сервисы наших организаций они могут получить персональный билет и прийти на наши концерты и спектакли. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока», которая проходит в эти дни в рамках Всероссийского экономического форума. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Он прямо сейчас выходит с нами на прямую связь из Владивостока. Власий, здравствуй. Расскажи, как прошла встреча и что сейчас происходит в павильоне Якутии. Валерия, приветствую тебя. Визит министра промышленности и торговли страны завершился буквально пару минут назад. Дениса Мантурова здесь, в павильоне республики, встретили представители делегации творческой группы нашей республики в национальных костюмах. После чего министр ознакомился с экспозициями, которые посвящены нашим основным национальным проектам республики. Речь идет о таких проектах, как строительство Ленского моста и добыча угля. Ну, напомним, что выставка под названием «Улица Дальнего Востока», в рамках которой, собственно, работает павильон республики, стартовала сегодня. Все 11 регионов Дальнего Востока представили здесь свои павильоны на улице протяженностью порядка 400 метров. Начиная с сегодняшнего дня на главной сцене выставки будут выступать творческие коллективы, которые представят концертные программы, презентационные ролики, раскрывающие уникальность их регионов. Также будут кинопоказы, спортивные мастер-классы и многое-многое другое. Ну, как вы можете видеть прямо сейчас, за моей спиной у нас работает творческая делегация нашей республики. Работает она целый день, начиная собственно, с сегодняшнего дня. Ну, мы знаем, что выступление на главной сцене, которое состоится совсем скоро, будет называться «Таланты земли Олонхо». Она будет состоять из 2 частей, а если быть конкретнее, то из танцевального этюда и концертной программы. Подробнее о творческой группе и о том же, что она представит на главной сцене, нам расскажет режиссер культурной программы Алексей Константинов. Итак, Алексей, добрый день. И расскажите, кто же представит нашу республику на главной сцене? Добрый день, уважаемые телезрители Республики Саха-Якутия. Но в этом году мы после годового периода, скажем, пандемии, в прошлом году улицы Дальнего Востока не было. В этом году представит нашу республику, как раз сейчас танцуют, открыли мы свой павильон Республики Саха-Якутия, Народный театр танца «Эрель» Государственного театра Олонхо, руководитель Екатерина Толбонова, а также с нами народный артист Якутии Николай Попов, заслуженная артистка России Марина Силина и ансамбль «Баланс» города Алдан, это филиал Государственной филармонии имени Кривошапка, руководитель Дмитрий Швецов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия. И с нами хомусистка отличия культуры Республики Амгаяна, она представляет театр эстрады, а также в качестве культурной программы у нас идет неделя якутского кино в городе Владивосток, поэтому обширная такая программа. Мы сегодня открыли наш павильон, встретили федерального министра, и 4 сентября, предварительно 14:45 по местному времени, у нас большой концерт «Таланты земли Олонхо», и состоит из 2 частей, как бы сказали, Первое отделение «По зову предков» — это танцевальная сюита и концертная программа. В этом году отличие выставки «Улицы Дальнего Востока» нам выделили, каждому региону выделили по 3 часа. Поэтому мы 3 часа подряд жителям, гостям Приморского края должны показать свой концерт.
что ж, действительно, серьезная длительность, да, 3 часа – это по-настоящему масштабный концерт. Ну что ж, Алексей, желаем вам удачи в дальнейшей работе на этой выставке, ну и в форуме в целом. Ну а друзья, прежде чем попрощаться, в конце я хотел бы еще раз напомнить, что выступление якутской делегации на главной сцене выставки состоится 4 сентября. По предварительным данным, в 14:45 начнется выступление якутян по местному времени. Еще хотелось бы отметить, что творческая делегация представлена в общей сложности 30 людьми. Ну что ж, у меня на этом все. Я передаю слово студии. Спасибо большое, Власий. Мы продолжим следить за развитием Всероссийского экономического форума, в частности, представление нашего региона. Ну а я напомню, что с нами на прямой связи из Владивостока был наш корреспондент Власий Сергеев. В Нюрбе прошло чествование подающей большие надежды дзюдоистки Полины Иудиной и ее первого тренера, заслуженного тренера Республики Саха-Якутия Эдуарда Соловьева. Воспитанница Нюрбинской ДЮСШ, несмотря на свою молодость, уже громко заявила о себе на спортивном небосклоне. Она является призером всероссийских соревнований в Красноярске, Монголии, Камчатке, победительницей Уральского федерального округа и первенства России среди юношей и девушек до 18 лет и участницей Кубка Европы Румынии. В свои 17 лет юная спортсменка уже вошла в состав сборной России по дзюдо. В настоящий момент Полина является воспитанницей училища Олимпийского резерва. На данный момент я тренируюсь в городе Екатеринбург под руководством Воробьева Сергея Викторовича. Это президент Федерации Свердловской области. Ну, конечно, ближайшие цели – это хорошо отбороться на Уральском федеральном округе, добраться на Россию и также на России до 21 хорошо отбороться. Ну, если, дай бог, я хорошо отборюсь на России, то уже будет Кубки Европы, первенство Европы и так далее, мир. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.